Итоги недели в эфире телеканала «Миллет». Добрый вечер, в студии София Шукурова. И о событиях за неделю мы расскажем в течение 30 минут. Смотрите в этом выпуске. 5 лет реабилитации. Республика отмечает юбилей указа президента. Подвели ключевые итоги. Межрегиональное общественное движение крымско-татарского народа «Хырым» провело отчетную конференцию. Поздравления, цветы и медали. К 75-й годовщине освобождения Крыма представители администрации Симферополя навестили ветеранов. Еще больше возможностей. В Алуште открылось новое отделение МФЦ. Спортивный характер. 80-й день рождения отпраздновал заслуженный тренер Узбекистана по волейболу Ремзи Ибрагимов. 5 лет реабилитации. 21 апреля 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о мерах реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержки их возрождения и развития. В сентябре 2015 года в документе были отражены итальянцы Крыма. В Симферополе состоялся концерт по случаю юбилея указа. Все подробности в нашем сюжете. Это межнациональный хоровод дружбы. Так встречают гостей на празднике. В национальных павильонах крымчане представили традиционные ремесла, декоративно-прикладное искусство и свои блюда. Также здесь проходит выставка изданий медиацентра имени Исмаила Гаспринского. Медиацентр помогает изданию литературы для всех депортированных народов с помощью того, что издает литературу, касаемую истории, традиций, культуры на их языках. При поддержке Государственного комитета и государства. Вот сейчас мы здесь танцевали хоровод, крепко взявшись за руки. Все национальности, не только депортированные, но и те, которые проживают в Республике Крым. И тем самым показали, что мы вместе, мы едины, а значит крепка Россия. Представители всех национально-культурных автономий отметили положительные перемены в Крыму. О нас в Болгарии знают, нас поддерживают. И нам удалось провести в Болгарии Дни культуры Крыма, что вообще единственный, к сожалению, пока только случай в стране Европейского Союза был презентован российский Крым. Для нас в Болгарии то, что происходит сейчас здесь, в Крыму, это невероятно ценный опыт, потому что как болгары здесь сохраняют свой язык, свои традиции, это для нас огромный пример. В Болгарии мы тоже пытаемся воспитать это чувство среди наших детей, но Евросоюз меняет программы и обучение в школе, и поэтому нам это трудно удается. Но здесь я рада, что это получается. Мы сейчас каждый день видим, что государство заботится о нас, что государство думает о том, что каждая национальная культурная автономия смогла сохранить свою национальную самобытность. Помогает нам и городской межнациональный комитет, и республиканский. На сцене театра танцы и песни реабилитированных народов республики. Лучшие творческие коллективы раскрыли свое богатое духовное наследие. Крымчане празднуют знаковое событие – 5-ю годовщину со дня возрождения реабилитированных народов. Каждый из них внес свой вклад в сохранение и развитие культур народов Крыма. Это работники муниципальных органов, преподаватели, деятели культуры и искусства. Им выразили большую благодарность и вручили почетные грамоты. Знаете, это так здорово, что есть такой указ, который касается именно депортированных народов. И сегодня я могу сказать, что именно для крымских татар это очень важно. Потому что сегодня мы знаем, что мы можем поехать на гастроли. Мы знаем, что в нас идет финансовое вливание. То есть мы общаемся друг с другом, ездим по всей России. Это очень здорово и очень важно. Потому что люди, российские люди, люди за рубежом должны видеть и знать, что есть такой народ. Народ крымские татары. На сегодняшний день возрождение заметно. Каждый год людям выделяют минимум 30 квартир, выделяют участки. Многие стояли на самозахватах в очереди, ждали, но безрезультатно. Сейчас хоть и мало, но выделяется. Надеюсь, все, кто хотел, обязательно получат. Проделанная работа видна. Важную работу по объединению и развитию реабилитированных народов в равных условиях проводит Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан. Слезы радости тех людей, которые дожили до этого дня и дождались, когда полная реабилитация восстановила в правах
и историческая справедливость, как было сказано однажды, восторжествовала. За короткий промежуток времени было многое сделано для реабилитированных народов. Об этом в своем письме напомнил и глава республики Сергей Аксенов. За 5 лет построены десятки километров сетей газа, вода и электроснабжения в местах компактного проживания реабилитированных народов. Сотни семей обеспечены собственным жильем, либо получили материальную помощь на строительство индивидуального жилья. Тысячи представителей реабилитированных народов пользуются мерами социальной поддержки. Особое внимание Совет Министров уделяет сохранению и развитию традициональной культуры, духовных и нравственных ценностей народов Крыма. День возрождения реабилитированных народов Крыма стал символичным началом новой жизни в новых условиях, свободных от давящего чувства несправедливости в отношении депортированных народов. София Шукурова, Эльдар Заитов, телеканал Миллет. В чем опасность религиозного экстремизма? В Крымском инженерно-педагогическом университете состоялся круглый стол. Все подробности знает Айше Шулакова. Житель Татарстана Алмаз Хасанов, бывший член террористической организации. Мужчина 1,5 года возглавлял ячейку в Татарстане и Чувашии. Позже был осужден на 8 лет. Уже в тюрьме осознал, что методика партии противоречит основам ислама. Рассказывает, что чаще всего экстремисты в своей работе используют национальный фактор. Аналогично тому, что происходит в Крыму. То есть только вместо прикрытия правозащитными организациями, они прикрываются крымской солидарностью. То есть мы выступаем за крымский татарский народ, за ее ценности, за самоопределение. То есть фактически платформа у Хизб ут-Тахрир, она нигде не меняется. То есть они фактически используют одни и те же методы. Крымский экспертный клуб и специалисты из Казани. На повестке дня религиозный экстремизм как вызов стабильности в Крыму. Почему партия исламского освобождения Хизб ут-Тахрир признана террористической и запрещена в России? Ее экстремистская деятельность в Крыму и их союзники. Главные темы обсуждения. Чтобы, так сказать, самим более глубоко погрузиться в эту проблематику, с тем, чтобы предложить потом уже крымскому сообществу ряд мероприятий, которые должна осуществлять с одной стороны власть, с другой стороны общественность, вузы очень важны, школы, для того, чтобы общество могло вырабатывать самостоятельно тот иммунитет, который бы позволял им обезопасить себя от проявлений религиозного экстремизма. Стоит отметить, что Хизб ут-Тахрир аль-Ислями – международная религиозно-политическая организация, которая ставит целью устранения негодных им правительств. В России она признана террористической и запрещена. Поделиться опытом борьбы с экстремистской идеологией с крымчанами приехали эксперты из Казани. Их действия здесь противоречат религиозным целям и сосредоточены на политических. Основная цель – столкнуть государство и ислам, настроить людей против действующего правительства. Они действуют ровно так же по тем же схемам и в других регионах страны, и регионах мира для дестабилизации обстановки. Круглый стол организован под Комитетом Госдумы по законодательному обеспечению реализации стратегии государственной национальной политики России в Крыму совместно с Крымским экспертным клубом. То самое важное и страшное для крымско-татарского народа – это то, что Хизб ут-Тахрир отрицает национальную принадлежность, выступает против этнической идентичности, что не может не разрушать крымско-татарскую культуру, самобытность. Руководители запрещенной организации в России Меджлис из Киева пытаются придать политический окрас задержанием членов экстремистских структур. При этом они выдают действия правоохранительных структур в качестве репрессий против целого народа, что противоречит действительности. Попытка как раз-таки подменить понятие и представлять преследование с точки зрения Уголовного кодекса запрещенной организации Хизб ут-Тахрир как притеснение по национальному признаку как раз-таки и обеспечивается потребностью Запада в антироссийских каких-то акциях, использовать это на международных площадках для давления на Россию. В украинский период деятельность радикалов втайне поощрялась. Вводился искусственный антагонизм между духовным управлением мусульман Крыма и приверженцами экстремистских взглядов. Это все делалось для манипулирования общественно-политическим сознанием крымских татар. Все по классике «разделяй и властвуй». Чаще вовлечение крымчан в такие организации связано с религиозной безграмотностью. Такие организации подстраивают и изменяют под себя шариат, мимикрируют. Поэтому мы должны такими словами, как «ради Родины», «ради народа», оградить наших детей от радикальных организаций.
Межконфессиональным и межнациональным отношениям в Крыму ничего не угрожает, а экспертное сообщество будет взаимодействовать с духовными структурами Крыма и России. Межрегиональное общественное движение крымско-татарского народа Хырым провело свою отчетную конференцию. О ключевых достижениях и главных принципах работы организации в сюжете Фатиме Сейдаметовой. В зале Крымско-татарского театра представители власти, Духовного управления мусульман Крыма, общественники и другие. Здесь проходит 5-й юбилейный съезд межрегионального общественного движения крымско-татарского народа Хырым. Мы собрались в честь 5-летия подписания указа президентом России о реабилитации крымско-татарского народа. Также заявляем о том, что мы примем участие в выборах. Кроме этого, подытожили 5-летнюю работу организации Крым. Мы посещали каждый район полуострова, общались с народом. Подготовка и участие крымских татар в выборах местных советов и Государственного совета Республики Крым – одна из важных тем, которую обсудили делегаты. Для этого до сентября общественники планируют посетить все регионы республики и город Севастополь. Кроме того, делегаты озвучили обращение к руководству партии «Единая Россия» с просьбой принять общественников в члены партии. За последние несколько месяцев в адрес президиума поступило более 1000 заявлений от членов движения «Крым» о вступлении в партию «Единая Россия». И, конечно, мы попросили Руслана Исмаиловича поддержать инициативу наших граждан и передать эти заявления Сергею Валерьевичу Аксенову. Также участники выступили с инициативой по установке нового памятника в Крыму «Присяга на верность крымских татар Российской империи». Демонстрирует о том, что действительно крымские татары добровольно, сначала духовенство, а потом высшие слои, это беи, мурзы, и по населенным пунктам раздавались присяжные листы. Помимо добровольного волеизъявления, это еще и сопровождалось поименной клятвой на верность России. Поэтому это вот как раз-таки ответ всем клеветникам и желающим исказить историю. На съезде рассмотрели вопросы изучения и обучения на крымско-татарском языке в школах республики. Каждый участник съезда получил пример заявления для родителей учеников. Kırım Tatar tilinden derslikler olacak. Onun için bütün Kırım Tatar cemaati şimdi zamanda, yani yarın değil, başka günleri 5 yıldan son değil, şimdi herkes ariza yazılmalı ve bu arizanın bütün Kırım Tatar tilinden şimdiki alda olgan meselelerini çözmek gerekmiz. Решить все поставленные задачи члены общественной организации Хырым намерены в ближайшее время. Они уверены, что крымско-татарский народ имеет полное право принимать активное участие в жизни родного полуострова. Фатиме Сейдаметова, Магомед Нестуров, телеканал Милет. Поздравления, цветы и медали к 75-й годовщине освобождения Крыма представители администрации Симферополя навестили ветеранов. Как встретили и о чем говорили власти с людьми, которые обеспечили мирное небо, смотрите в нашем сюжете. Вручаем вам юбилейную медаль, посвященную 75-летию освобождения Крыма от фашистско-немецких захватчиков. Это вам. Внимание, цветы, поздравления и, конечно же, медаль. Еще одна в копилку. 89-летний Яхупага Мустафаев встретил войну 11-летним мальчишкой. В крымских лесах он помогал партизанам. Он присоединился к партизанам, за ними постоянно шли фашисты. Папа вспоминал, был случай, когда многие мужчины выжили только благодаря погоде. Пошел снег, и под снегом они пробыли 3 дня. А немцы в это время сожгли их деревню Кувуш и ушли. Яхуп Ага вспоминает, в 12 лет, когда фашисты бомбили деревню Кувуш, его контузило. Тогда же мальчик стал седым. Дочь Нияра гордится своим отцом. Говорит, он пережил голод, войну и репрессию. В Средней Азии получил образование. Проживая в городе Кува, ежедневно на велосипеде проезжал 8 километров к сельской школе. Больше 30 лет он преподавал детям математику и физику. Сейчас дедушка рад, что крымско-татарский народ сумел вернуться на родину. Я даже не ожидал, что мне принесут медаль. Я очень рад. Спасибо вам всем. По соседству с Яхубом Мустафаевым проживает его соратник, боевой товарищ, партизан Икмет Умеров. Он тоже получил медаль. И спасибо вам, что вы не забываете. Вот. Всем спасибо. И руководителям спасибо. Нашим и Аксенову, всем, и Путину, всем спасибо. Что не забывают
стариков. Икмет Умеров родился на юге Крыма в деревне Айвасиль. После жил в Масандре. Ребенком вступил в ряды партизан. В этом году 9 мая для него не только День Победы, но еще и 90-й день рождения. Несмотря на возраст, Икмет Ага помнит военные годы, как сейчас. Вот. Мне дали оружие, научили стрелять, гранаты кидать. В последнее время было очень сложно, мы были в полном окружении фашистов. А в апреле 1944-го наши командиры и комиссары пришли и сообщили, завтра будет полностью освобожден Крым. После героев и их семьи ждала репрессия. В Средней Азии крымские татары заново начинали жить. Там же Икмет Ага познакомился со своей будущей супругой Раисой. Сейчас вместе вспоминают прожитые годы. В счастливом браке Умеровы уже 66 лет. Работали вместе, обстраивались, там строились тоже, кое-как строили. А тут уже жить можно было, дети уже поднялись, и все. Ну, пришлось ехать сюда. Вот. Трудно было, конечно, переезжать сюда, сразу все бросать, привыкли. Ну, а здесь... Тебе. Спасибо. Вручаю. Все дети, внуки, каждый праздник, каждый день рождения, какой праздник бы ни был, все дети собираются у нас. Вся радость, шум, а тут уже правнуки появились, тут вообще двойная радость. Навестив ветеранов, заместитель главы администрации Симферополя Якуб Зейтулаев отмечает, самое важное, что власти и молодое поколение может дать нашим ветеранам, это внимание и забота. Сегодня мы посетили ветеранов, которые воевали с фашистами в партизанских отрядах, которые встретили войну в возрасте 12-13 лет, прошли эти самые сложные в своей жизни моменты, не сломались духом, сохранили ясность ума, создали в будущем семьи и сейчас живут в окружении близких детей, родных, внуков. И наша задача, как руководство города, конечно же, не забывать об наших ветеранах. После всего пережитого ветераны сохранили ясность ума. Они хранят историю и учат нас ценить мир. София Шукурова, Эльдар Заитов, телеканал Миллет. Теперь в отделениях МФЦ Крыма можно будет получить паспорт. И запускают полный цикл предоставления услуги по выдаче и замене этого документа. Помимо этого расширен спектр видов услуг. Свободный доступ к интернету во всех отделениях «Мои документы». Жители Алушты уже испытали на себе положительные изменения. Для них открыли новый центр по предоставлению услуг. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Новое здание, современное оборудование, 9 окон для приема граждан, более 60 видов услуг. И все это для комфорта жителей Алушты и близлежащих сел. Алуштинец Максим Студенекин пришел уже в обновленное отделение МФЦ. Для работы понадобилась справка о несудимости. И раньше обращался в многофункциональный центр. И удобный, больше окошек увеличилось. Естественно, для людей это будет большим плюсом. Больше будет оказываться услуг. И сами работники МФЦ рады новоселью. Раньше им приходилось ютиться в небольшом помещении в здании администрации города. Да и окон для приема граждан было только 5. По ощущениям, как будто с коммунальной квартиры переехал в хорошую 4-комнатную квартиру в новостройке. Теперь мы сможем принять еще больше заявителей, еще в более комфортных условиях. Помещение МФЦ полностью оформлено в фирменном общероссийском стиле. Здание соответствует всем требованиям. Даже есть все условия для людей с ограниченными возможностями. Удобное расположение центра, также для всех посетителей открыт свободный доступ к Wi-Fi. Очень рада, потому что будет все, очереди не будет, легко будет доступно все. Открытие отделения «Мои документы» совпало с днем освобождения Алушты от немецко-фашистских захватчиков. Перед зданием МФЦ организовали настоящий праздник. На мероприятие приехали первые лица республики. На сегодняшний день обеспечение покрытия государственными услугами населения Крыма составляет 94%. Мы активно достраиваем многофункциональный центр в Евпатории и Керчи. Это будет два очень больших, крупных, таких серьезных многофункциональных центров. Еще сейчас ремонтируем одно помещение в Армянске. И я думаю, что когда мы это закончим, то есть у нас охват будет практически 100% по территории республики. По всему Крыму 27 отделений МФЦ. Предоставляются как федеральные, так и муниципальные виды услуг, в том числе и Госкомрегистра. Сейчас уже стартует и в МФЦ такая услуга, как замена, получение
паспорта гражданина Российской Федерации. Сейчас Алуштинское отделение работает 5 дней в неделю без перерыва. С середины мая перейдут на 6-дневку. Айша Шулакова, Магомед Нестуров, телеканал Милет из Алушты. Мобильная медицинская бригада посетила районную больницу поселка Азовская. Они предоставили местной больнице недостающее оборудование. С подробностями Севиля Меметова. Никита Миронюк проживает в поселке Азовская всю жизнь. Пришел сделать флюорографию для проверки здоровья. Рад, что для этого ему не пришлось выезжать в город. Плюсы в том, что не надо ехать, например, в Джанкой и сидеть там, ждать очереди. Легче приехать сюда и постоять буквально минут 5 и зайти. Из-за многочисленных жалоб местных жителей в нехватке медицинских сотрудников власти города Джанкой организовали выезды мобильной медицинской бригады. Медики выезжают в села со всем необходимым оборудованием, которого нет в сельских больницах. На территории Азовской врачебной амбулатории нету рентгеновского аппарата, флюороаппарата. Это все устаревшее, что у нас есть, все устаревшее. Поэтому приезд передвижного флюорографа намного облегчил работу наших специалистов. Рентген – одна из услуг, которую предоставляет бригада. Результаты снимков можно забрать в местной больнице. Они будут готовы уже через неделю. В первую очередь ставится задача это посмотреть состояние здоровья населения нашего, определиться с группами риска, в дальнейшем направить уже на более углубленное обследование или уже на лечение. Врачи работают без ограничения времени. Получить медицинские услуги успевают все. Пациент обращается к своему лечащему врачу. Лечащий врач осматривает их и дает направление на анализы, которые необходимо пройти. Мобильная бригада будет работать во всех селах и поселках городского типа Крыма. Необходимо делать выездную работу и в тех населенных пунктах, где нет на сегодняшний день медицинская помощь не представлена каким-нибудь подразделением. Поэтому в эти пункты также будут организованы выездные бригады для того, чтобы осматривать все-таки пациентов на дому. Список пациентов, необходимость будет определена нашими врачами, фельдшерами, медицинскими сестрами, которые работают непосредственно в этих населенных пунктах. Инвалиды, ветераны и участники войны при необходимости получат медицинские услуги на дому. Отлично. Это аппарат измерения внутриглазного давления. Процедура безболезненная. После измерения давления врач назначает необходимое лечение. Здесь делают УЗИ органов брюшной полости. На это уходит не более 15 минут. Результаты известны сразу. Оборудование самое современное. Врачебная бригада укомплектована специалистами районной поликлиники, терапевтом, хирургом, ортопедом, офтальмологом и гинекологом. Именно этих специалистов не хватало в местной больнице. Сегодня жители села Азовское не только смогли получить бесплатную консультацию врачей, но и сдать все необходимые анализы, а также пройти обследование на диагностическом оборудовании. Так как здесь проживает большое количество людей, мобильная бригада к ним вернется еще раз 23 апреля. Севиля Меметова, Эльдар Заитов, телеканал Милет. 5-летний юбилей отмечает Ялтинский международный экономический форум. Вопреки санкциям, форум стал местом притяжения зарубежных политиков и инвестиций. За эти годы его посетили более 10 тысяч человек из сотни стран мира. Подписано соглашение на несколько сотен миллиардов рублей. Наш корреспондент Айша Шулакова готова рассказать о мероприятии. Зрелищно, красиво и с большим размахом. Так стартовал Ялтинский международный экономический форум. Уже в 5-й раз деловое мероприятие собирает на одной площадке представителей бизнес-сообществ разных стран мира. Мир, Россия, Крым. Новая мировая реальность. Главная тема форума в этом году. Ялтинский международный экономический форум на самом деле это такой инструмент, который позволяет нам на сегодняшний день пробивать все политические барьеры, которые сегодня возникают в мире. У нас сформировался сегодня форум друзей Крыма. Те люди, которые постоянно приезжают на форум и, мало того, которые возвращают в свои страны, рассказывают о российском Крыме, о том, что здесь происходит, рассказывают, что здесь нет на улице танков, автоматчиков, рассказывают о том, что это был свободный выбор свободных людей, которые хотели вернуться в единое духовное пространство с нашей Родиной России. Более 3000 участников из 100 стран мира. 17 соглашений на сумму 160 миллиардов рублей. ЯМЭ входит в 4 масштабных бизнес-площадок на юге России. Ежегодно география участников расширяется. Для сравнения, в 2014 году на первый форум приехали 600 представителей из 13 государств.
Тематические сессии, пленарные заседания и презентации проектов. На одной из таких площадок подвели итоги и рассказали об успехах сотрудничества за последние 5 лет. У нас сумма инвестиций за прошлый год составила 296 миллиардов. Это рекордная сумма, потому что еще в 2015 году инвестиций было 43 миллиарда. А это макет будущего суперсовременного холодильного склада. На форуме крупнейший крымский агрохолдинг заключил договор с турецкой компанией. Проект позволит решить проблему хранения фруктов и мелиорации. Проект заключает в себе фрукто-овощехранилище на 40 тысяч тонн. Это внедрение новых технологий, новых оборудований. Они везут сюда новейшие технологии в области холодоснабжения. Охлаждение этиленглюколем. Это новая система, которая уже в мире внедряется. Поэтому мы не будем отстающими. Мини-копия визитной карточки Ялты «Ласточкино гнездо». Модель распечатана на 3D-принтере. Фирма по производству таких изделий на форуме впервые. Предприятие хоть и молодое, но единственная в Крыму художественная мастерская в этой сфере производства. Это проект «Великая Россия». Он включает в себя малые формы достопримечательностей России. И, скорее всего, что все эти макеты, фигуры, экспозиции отправятся в Сочи, в Олимпийскую деревню. В рамках форума состоялся брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой. Генеральный директор телеканала «Миллет» Эрвин Мусаев поблагодарил российского дипломата за способствование донесения правдивой информации о Крыме до мировой общественности, а также пригласил Марию Захарову на праздник крымских татар Хадырлес, который состоится 4 мая в Бахчисарае. Приглашаем вас и будем рады вас видеть. Мне кажется, у нас будет заседание комитета по информации в это время в Генеральной ассамблее ООН. Я уже подтвердила там свое участие. Если получится по датам, я приеду, но с удовольствием это сделаю, например. Весь Крым и крымские татары будут вам благодарны за ваше участие. Спасибо вам большое. Спасибо. На форуме состоялась и конференция на тему религии. Здесь присутствовали политические и общественные деятели, журналисты и бизнесмены передовых мусульманских стран мира. Духовный лидер крымских мусульман Хаджи Эмирали Аблаев выступил с докладом. Благодарю главу Республики Крым за то, что он разделяет наше стремление жить в мире и согласии в Крыму и всячески нам помогает в решении многих вопросов. За 5 лет Ялтинский международный экономический форум зарекомендовал себя как свободная от двойных стандартов площадка для встречи зарубежных политиков и экспертов. И в очередной раз доказал свою полную независимость от Украины. Айша Шулакова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет» из Ялты. В Крыму завершился чемпионат Крыма по волейболу этого сезона среди команд среднего возраста. А наша съемочная группа отправилась к ветерану этого вида спорта. 80-й день рождения отпраздновал заслуженный тренер Узбекистана по волейболу Ремзи Ибрагимов. За свою многолетнюю работу он воспитал целую плеяду мастеров спорта международного класса. Со спортсменом познакомилась наш корреспондент Султанье Ситакаева. Цветы, подарки, аплодисменты и слезы радости заслуженного тренера Узбекистана по волейболу Ремзи Ибрагимова поздравляют с юбилеем. Собралась вся семья, приехали и воспитанники. Я хочу поздравить от себя и от всех здесь присутствующих с 80-летием хорошего человека, золотого человека, очень добрый, строгий. Ответственность и дисциплина – главный девиз тренера, признаются воспитанники. Очень благодарна ему, конечно. Большую школу мы прошли, жизненную. Мы когда говорили, что мы не могу, он говорил, у нас нету не могу, есть не хочу. И вот поэтому мы всегда старались все. Тренерскую деятельность Ремзи Ибрагимов начал сразу после окончания Института физкультуры в Ташкенте. Устроился в Черчаке в 17-ю школу преподавателем. Под руководством Ремзи Ибрагимова свою спортивную карьеру начинала и чемпионка Европы, мастер спорта международного класса, обладатель Кубка СССР Елена Петрунина. Она действительно была освобождена от физкультуры. Я с ней занимался, и она показывала хороший результат. Поехала на первенство Европы, после вошла в сборную СССР, выздоровела и достигла успехов. Этот год стал вдвойне праздничным для Ремзи Ибрагимова. Отмечает полувековой юбилей супружеской жизни. Как и мечтал в юности, Ремзи создал дружную многодетную семью. Жена Гульнара Ибрагимова подарила ему 5 детей. Как это так, 5 детей родила? Ну, думаю, если бы муж не помогал, он бы не был бы хорошим мужем, я бы, конечно, может быть, и не родила бы 5. А это вроде старались, воспитывали.
После возвращения на родину в Крым Ремзи Ибрагимов посвятил себя семье. Все свободное время он проводит с внуками, прививает любовь к спорту и здоровому образу жизни. Я когда не получалось у меня кувыркаться, у меня говорил, давай получится, у меня потом получилось. Он добрый, мы его любим, часто к нему приезжаем. Заслуженный тренер и примерный семьянин Ремзи Ибрагимов мечтает увидеть большие успехи крымского волейбола. Султанис Такаева, Эрвин Эмиралиев, телеканал Миллет. Это были самые важные, актуальные политические, экономические и социальные новости. Увидимся ровно через 7 дней. Приятного вечера и хорошей недели.